Библиотека. Слово-то какое! Оно почти как Библия, святое. А тех, кто любит чтение в тиши, недаром говорят «аптека для души». Библиотека сегодня – это не только территория чтения, а в первую очередь культурный, образовательный, информационный центр. Пространство для встреч, досуга и саморазвития, центр общения с читателем. В мире книжном, в мире мудром, интересном, как впервые, с радостью спешу я утром в стены, ставшие родными. Для меня библиотека – второй дом, уютная, с богатым книжным фондом, интересными содержательными выставками и познавательными периодическими изданиями. В ней каждый может найти книгу по душе, журнал по интересам, прочесть последние новости в газете. Я рада всем, кто открывает двери в нашу библиотеку. Чтобы умным росло поколение, ведем мы работу во всех направлениях. Патриотическое воспитание, семейное воспитание, духовно-нравственное, экологическое воспитание, формирование правовой информационной культуры, краеведческая работа, здоровый образ жизни, работа с детским читателем. Большой интерес у читателей и посетителей нашей библиотеки вызывает историко-краеведческий центр «Буслиный край. Мой вырай и пристанок». Благодаря фотографиям, архивным документам, воспоминаниям земляков, библиотекарями собран огромный материал о людях, которые сделали большой вклад в развитие наших Огаревичах. Конечно, не забыты и люди, те, которые прошли дорогами войны, побывали в Афганистане. И, конечно же, о письменниках, земляках нашего района. Чем же еще отличается наша библиотека от всех остальных в районе? Мне кажется, тем, что в нашей библиотеке единственной в районе есть комната редкой книги, которая называется «Книга и время». В небольшой этой комнате также можно найти и другие интересные издания. Не остается без внимания посетителей книга мудрости, в которой собраны мудрые высказывания знаменитых людей и писателей Беларуси. Здесь есть и таинственный издательский знак Скорины. Почему Скорина избрал для себя такой издательский знак? Этот секрет остается неразгаданным до сих пор. На полках книжной выставки «Старые книги живут вечно» можно увидеть французскую Библию 1840 года, молитвенники, учебники прошлого века. Отраслевая литература, интересные материалы из журналов «Огонек», «Вокруг света», роман «Газета» прошлого века находятся в разделе «Букинистичная лавка». Есть и книга отзывов «Слово на успомин», где каждый желающий может оставить теплые слова о библиотеке. Библиотека глазами местного жителя. Какая она? С чем она ассоциируется у вас? Но впервые я познакомилась со словом «библиотека», когда пришла в 6, когда дома я перечитала все свои детские книжки, которые были, и родители решили записать меня в детскую библиотеку, в которой Валентина Александровна тогда работала. Я помню, что я пришла в это небольшое здание и была восхищена этим количеством толстых, тонких, цветных, черно-белых книжек. И с тех пор, вступив на эту дорожку, я никак не могу с нее сойти. Вышло так, что жизнь повернулась таким образом, что мы с Валентиной Александровной встретились в другом месте, в другой библиотеке, уже в сельской. Ну и сельская библиотека – это прежде всего центр культурной жизни села, потому что сюда люди приходят не только читать книги, но и за общением, поделиться своими какими-то проблемами, радостями. А библиотекарь – это не только человек, который выдает книжки, но и педагог, психолог, артист, подружка. Ну, я думаю, что библиотека в наш век информационных технологий, она все-таки очень важна для людей. Спасибо. Взяв в руки и полистав ее, и понюхав, все равно ты не получишь такого удовольствия, как электронной книги. Спасибо большое.